Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Мы рады вас приветствовать на нашем летнем онлайн-марафоне. Он продолжается. У нас действительно марафон. Мы не останавливаемся с 22 июня. И сегодня заключительный день нашего мероприятия Единого ресурсного центра. Я его представляю, являюсь генеральным директором Вешникова Ольга Анатольевна. Сегодня мы, пожалуйста, скажите, хорошо ли нас видно и слышно, в чате укажите. Рады вас приветствовать в эти летние жаркие дни. И мы сегодняшнюю нашу встречу, нашу площадку, которая называется «Проектная перезагрузка. Культурные коды новой реальности», мы начали с клипа. Клип, который, к сожалению, мы не смогли посетить ИСЭХ в этом году в городе Якутске по понятным причинам. И это уже второй год, что мы онлайн проводим этот наш традиционный, национальный, культурный праздник, наш Новый год ИСЭХ. И в этом клипе Алиса Долгунова, резидент Единого ресурсного центра, поприветствовала всех нас. И хочу сказать, что Алиса, она была участником фестиваля Таврида, который проводил Росмолодежь в начале июня этого года. Она презентовала проект, и ее проект получил поддержку, привлекла в республику как молодой человек, как представитель культуры, хомусистка, виртуозка. Она привлекла в республику 699 тысяч на свой проект «Школа обучения в органной музыке в арктических районах». Ну что, давайте начнем. Надеюсь, что нас хорошо слышно и видно. Несмотря на такой знойный день и конец недели, мы очень динамично сегодня приступим к такой заключительной, наверное, фазе нашего марафона. И с удовольствием представлю наших экспертов, уважаемых, дорогих, наши друзья Единого ресурсного центра, наставники. И начнем со Светланы Баженовой, Приморский край, Владивосток, генеральный директор автономной некоммерческой организации развития, которая является по факту центром дальневосточным для всех ресурсных центров. Жанна Котова, это наш давний добрый друг, президент Ассоциации специалистов в сфере гражданских социальных инициатив «Статус», является федеральным экспертом грантовых конкурсов, прилетела к нам из города Москвы. И, к сожалению, уже, наверное, второй раз не удается попасть на ИСЭХ в силу ряда причин, но я уверена, что мы еще будем встречаться и не только на таких площадках, и не только онлайн. Я надеюсь, что мы с вами офлайн тоже увидим вот эти грандиозные события, которые действительно в Якутии происходят. Это уникально, сохранение национальных, культурных традиций, сбережение их и в таких массовых, во всех районах, во всех улусах, во всех наслегах. Сейчас онлайн и офлайн проходят наши праздники, национальный праздник ИСЭХ. И Михаил Комиссаров, директор фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области», член Общественного совета при Министерстве труда Российской Федерации, также федеральный эксперт грантовых конкурсов. И хочу сказать, что фонд Михаила является оператором грантов губернатора Челябинской области. Рада вас всех приветствовать. Мы продолжаем. Это наша сегодня, можно сказать, 4-я площадка. 22 июня мы говорили о развитии фондов местных сообществ, развитии территорий. 23 июня мы провели мировое кафе, и мы здесь рассуждали на различного рода вопросы, темы, говорили о точках роста, о некоторых барьерных, может быть, моментах развития некоммерческого сектора и гражданских инициатив. Вчера была проведена уникальная и динамичная стратегическая сессия экспертов для Единого ресурсного центра. И сегодня наше мероприятие я, наверное, начну все-таки с Дальнего Востока, не с Москвы, извините, Жанна. Предлагаю все-таки
Светлана сейчас, может быть, порассуждать о том, каким образом можно выстраивать горизонтальные связи, партнерские связи, как можно развивать сообщество на территориях, на наших уникальных дальневосточных территориях. Они очень отличаются, и в то же время мы схожи, у нас есть какие-то точки соприкосновения. Как я уже сказала, что Светлана, ее центр, ее команда является для нас такой стажировочной площадкой, где любой межмуниципальный ресурсный центр Дальнего Востока может найти консультационную образовательную поддержку, да, и в то же время любой региональный ресурсный центр также может обращаться. И когда мы говорили с вами 22 июня о развитии местных сообществ, мы говорили, что в том числе и различные культурные, национальные, может быть, уникальные традиции, которые работают на объединение, сплочение людей и достижение. У нас, наверное, цель одна – улучшение качества жизни, и чтобы в нашей стране, в наших регионах, районах, на слегах жизнь была краше. Да, на самом деле у нас есть такое, на территории Дальнего Востока, если покопаться, конечно, много таких примеров можем набрать, но вот то, что родилось буквально у нас на глазах, я уже немножко про это рассказывала, когда мы говорили про фонды местных сообществ и про развитие сообществ. Это вот я опять возвращаюсь к истории нашего города Партизанска, который является таким городом, в котором практически нет рабочих мест, поскольку закрыты давно все шахты. Он с этой точки зрения он достаточно депрессивный, моногород, и город, из которого, конечно, молодежь стремится уехать, и уезжая на учебу очень редко возвращается обратно, но при этом это город, который у себя внутри смог выстроить очень такую интересную систему работы с вовлечением людей во всякие разные активности. Да? И началось это с того, что, во-первых, у них там есть такая достаточно сильная опытная организация, давно существующая, Росток, но при этом самой организации тоже требовалась перезагрузка, поскольку наступила такая некая усталость от того, что усилия как-то не дают должного результата и должного эффекта. И мы им привезли тренеров в свое время в 2018 году, в 2017-2018 мы привозили, и сделали стратегическую сессию с людьми. Что такое стратегия? Мы просто собрались и стали говорить о будущем, что бы вы хотели. И буквально, можно вот сейчас уже запустить мою презентацию. И буквально на глазах у людей родилось несколько проектных инициатив, люди тут же соорганизовались в группы и сами стали думать, где они могут найти на это ресурсы. Потому что следующий слайд можно сразу показывать. У меня есть кликер. Вот про сообщество мы уже говорили о том, кто является, кого мы признаем местным сообществом. Да, это люди, живущие вместе. Кликер не подключен. Вот. И вот такую прекрасную картину будущего люди сами для себя нарисовали, каким бы хотели они видеть Партизанск. Стали думать, а что сейчас они уже для этого могут сделать. И накреативили там порядка 10, 15, 20 проектов, сами создали проектные группы и сами стали искать под них ресурсы. При этом у них не было, понятно, что в городской администрации там совершенно пустой бюджет, и не было никаких денег. И на тот момент у нас и в краевом бюджете тоже было достаточно мало средств для реализации каких-то подобных инициатив. И все, что они сделали за последующие 2 года, они делали практически либо без денег, либо сами искали эти средства, привлекали местных предпринимателей или скидывались на свои. Вот, например, они, сделали таким традиционным дни национальных кухонь в городе Партизанске. Приморье вообще такой многонациональный регион, поскольку туда ехало очень много переселенцев из Украины, из Беларуси, из Молдавии, из стран Кавказа, очень много этнических корейцев там проживает. И, соответственно, все эти люди создают какие-то такие свои культурные автономии и как-то,
вокруг своей культуры, своих традиционных блюд что-то выстраивают, какие-то события. И вот это вот у них вылилось в такой прекрасный проект, который они делают на базе местной школы, на базе Дома культуры, вовлекают туда достаточно большое количество участников, и при этом они это делают сами, не по чьей-то указке, это не какой-то орган культуры их обязал это сделать, не образование, они сами это делают, и наоборот, в государственные, муниципальные структуры уже под них подстраиваются, с удовольствием вливаются в такое интересное событие. Следующий слайд покажите, это вот все иллюстрации вот этого вот события, и следующий слайд. Следующий слайд. Вот. И вот здесь вот видно, что за 2 года они реализовали более 20 разных проектов, создали свой клуб стрельбы из лука, при этом, провезли это по всей территории Приморского края, создали свою ветеранскую киностудию, есть у них проект, который помогает бездомным животным, есть проекты для детей, изумрудный город, для детей с различными заболеваниями, с инвалидностью. Собирают они свою историю заселения корейцев в Приморье, традиции, обычаи, культуру белорусов, украинцев, проживающих именно вот в городе Партизанске. У них есть клубы для детей-инвалидов, для многодетных семей, музеи свои они небольшие создают, шахты «Авангард», шахты «Северная», пишут свои книги о людях, о самом Партизанске, об истории Партизанска, о ветеранах, создали отдельную экспозицию историю профтехобразования города Партизанска. Вот. Поэтому, и в целом они посчитали, что за 3 года если бы они все это собирали деньгами, то у них получилось бы, что им нужно порядка 3 миллионов рублей на все это. Вот. А так они сделали это все либо практически без денег на добровольческих каких-то началах, либо при каком-то небольшой поддержке местных предпринимателей, которые, поверьте, тоже не очень богатые люди. Собственно, все, да. Спасибо, Светлана. Действительно, вот 22 июня запись у нас размещена на YouTube-канале. Подписывайтесь на наш портал Единого ресурсного центра и на YouTube-канал. Кто не смог посетить наш онлайн-марафон с первых дней, вы можете всегда восполнить. И там действительно было очень много интересного. Мы на мировом кафе с вами 23 числа говорили в том числе и о создании нового фонда культурных инициатив. И были запросы от наших зрителей о том, с какой целью он был создан. И, может быть, действительно назрела какая-то уникальная необходимость здесь и сейчас развивать культурные проекты в сфере индустрии креативных и так далее. И мы знаем, что тоже интересная и уникальная такая сейчас ситуация, что в этом конкурсе, который, кстати, сейчас коллеги объявлены, уже могут принимать участие не только некоммерческие организации, но в том числе коммерческие, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения. И вот я бы хотела, Жанна, обратиться к вам, потому что вы являетесь экспертом в области и культурных, и молодежных инициатив, и поделитесь вашим мнением по этому поводу. Спасибо большое, Ольга. Здравствуйте, уважаемые наши участники. Конечно, в сфере культуры я работаю с несколькими регионами, и, наверное, скорее всего, для этих регионов являюсь экспертом, да. Вот. И, конечно, я являюсь экспертом Росмолодежи, и вы тоже в этих конкурсах принимаете участие. Вот как Ольга говорила, что есть победители, и не один победитель. Вот у вас на Тавриде, это замечательно, потому что Якутия действительно очень богатая, культурная такая столица Дальнего Востока, назову так, позволю себе, уникальность, именно ваша особенность и территориальное расположение, и природные ресурсы, и человеческий капитал, который здесь есть, конечно, он очень сильно отличается в целом от Дальнего Востока и в целом всей страны большой нашей. На что хотелось, наверное, обратить внимание, конечно, это
Постараться, первое, и вчера был как раз вебинар, я думаю, что вы послушали, а кто не послушал, пожалуйста, попрошу ресурсный центр продублировать этот формат, чтобы можно было углубиться, посмотреть, послушать, задать вопросы. Очень важно, чтобы вы в первую очередь осознали, что вы действительно хотите этим проектом вашим изменить, какую социальную проблему решить. То есть не просто собрать людей, да, и чтобы всем было весело, скажем так, или каким-то образом реализовать свой талант, потому что чаще всего молодые и не только молодые талантливые люди, они хотят, вот я так вижу, я хочу поставить именно вот этот спектакль, да, не вникая в проблематику, скажем так, сообщества, в чем сейчас есть запрос непосредственно, в чем есть боль общества, да. Ну, вот здесь очень важно, наверное, и просьба всех талантливых людей, которые создают проекты, смотреть вот именно в сторону решения социальной проблематики. Если это выпуск фильма, а мы знаем, что у нас в Якутии очень хорошо поддерживается на уровне Министерства культуры именно проекты в кинематографии, да, и снимаются фильмы, но нужно понимать, чтобы эти фильмы были не только для, например, территории Якутии, да, разрешения какой-то проблемы, но и в целом для страны, потому что вот Светлана делилась как раз с просмотром мультфильма, да, по-моему, был мультфильм, да. Светлана. И вот скажите свое мнение, вот, например, как для Приморского края, как вы считаете, он бы вот зашел или нет, этот мультфильм? Название скажите, пожалуйста. Это мультфильм о детях войны, о детях, которые очень трудно переживали войну здесь, в Якутии, как они боролись за жизнь, за существование, как они помогали ковать победу здесь, в глубине страны. И как им это на самом деле удалось, и кто из них дожил до сегодняшних дней. Мне кажется, что вот эта история, она хоть она и про Якутию, да, но это история очень многих людей. Потому что, допустим, вот буквально накануне я разговаривала с мамой моей подруги, которой 80 лет, и которая тоже относится к категории детей войны, и она рассказывала, как они в Владивостоке переживали это время, когда она говорила, что ей было 6 лет, а они все, потому что она говорит, вот мы жили здесь, значит, а вот были там, я говорю, а как вы вообще туда, зачем вы туда ходили, да, значит, там, я не знаю, там, через кварталов, куда сейчас ты пешком идешь, она говорит, а мы еду все время искали. Мы все время, сбившись в такую детскую стайку, бегали по территории, все время пытались найти что-нибудь, где что можно поесть. Вот. И она вот тоже рассказывала об этих историях, и я думаю, что многим было бы интересно, был бы интересен этот мультфильм, и я думаю, что он будет показан достаточно широко. Да, но смотрите, получается, мультфильм был на якутском, и очень важно, чтобы вы вот как раз учитывали вот ту возможность, чтобы его можно было тиражировать для всей страны, например, потому что вы реально создаете уникальные продукты, да, но немножко, может быть, не всегда продумываете, как это можно тиражировать, как это можно будет актуально не только для вашей территории, да, но и для всей нашей страны. Поэтому, пожалуйста, давайте, может быть, думать как раз глубже сейчас именно о социальной проблематике, социальной проблемы именно вашей территории локально, да, а не только вот и, скажем так, ну и думать, как это может быть и кому это тоже нужно. И вот Ольга Анатольевна говорила про то, что важны горизонтальные связи, как вы видите, мы их всегда поддерживаем и выстраиваем, и здесь очень важно, чтобы вы тоже искали возможность обмена социокультурной вот этой практикой, да, технологиями вашими, именно какую социальную проблему вы решаете своими культурными проектами. Даже через танец можно передать определенную, ну, скажем так, разрешение той или иной проблемы или понять какую-то вот
поднятую тему, да, но ее нельзя высказать словами, но можно передать эмоциями. И вы ее передаете, и это проникает, и люди по-другому уже смотрят на ту или иную задачу, или какой-то даете посыл. Так что, пожалуйста, вот я работала буквально, я работаю, как вам говорила, с несколькими регионами по культуре, да, это и Ханты-Мансийский автономный округ, это и Республика Татарстан, и Севастополь, и вы знаете, и с Санкт-Петербургом очень плотно, и есть запрос, коллеги выражали такой запрос, да, конечно, это совместные проекты с Якутией, и очень важно, чтобы вы тоже смотрели, а с каким регионом вы хотели бы совместно реализовывать тот или иной проект. Что для этого необходимо, какие ресурсы, как соединить. Я думаю, что вот здесь точкой входа, наверное, будет такое пожелание ресурсному центру. Безусловно, вот сейчас у нас Михаил, Светлана, это Приморский край, и вообще Светлана с Дальним Востоком комплексно, как вы слышали, работает, да, в целом. Михаил, Челябинская область, здесь, пожалуйста, и в Челябинске тоже все, что касается межнациональных отношений, все, что касается проектов в сфере культуры, вообще очень большое многообразие, и поэтому можно свою культуру привести, показать как раз в Челябинскую область, да, а Челябинская область может сюда приехать на стажировку, и вот это очень важно, чтобы была, пускай у вас единый ресурсный центр станет такой точкой входа для того, чтобы можно было вот этот обмен делать, вот эти стажировки, может быть, их вначале даже онлайн делать, стажировки, я думаю, вы сейчас вот видите, что мы приехали, да, но жаль, что мы вас не видим, не слышим, но мы вас чувствуем, это точно, и вы нас слышите и чувствуете. И важно, чтобы вы тогда писали запрос, не стесняйтесь, обращайтесь в ресурсный центр, говорите, по каким направлениям вам необходимо, вот где бы вы хотели принимать участие. Также мы говорили о том, что очень важно те партнеры, которые дают вам письма поддержки, тоже несли ответственность за реализацию ваших проектов. То есть это не просто, ну скажем так, письмо поддержки, вот мы вам даем, то есть как бы бюджетное учреждение, да, и на территории, там, не знаю, библиотеки вы что-то будете реализовывать. Очень важно, чтобы уже такая была системная работа и понятно было, какую проблематику решаете, да, то есть, чтобы партнеры к вам, и тоже было предложение Ольги Валерьевны Балабкиной, мы его озвучивали, чтобы, возможно, был единый реестр у вас вот таких писем поддержки, да, и такая была, скажем так, ответственность, да, и с вашей стороны в том числе, и со стороны непосредственно партнеров, куда вы подаете, на что вы запрашиваете, потому что это ресурсы и считается в целом весь бюджет, и вы же знаете, даже если вам предоставляется бюджетное учреждение, извините, за него платят ресурсы бюджетные учреждения из бюджета республики, вот, и очень важно понимать, сколько и какой эффект социальный мы получаем по итогу реализации ваших проектов. Так что очень важно вам задумываться, уважаемые коллеги, на то, чтобы смотреть вот в эту сторону. На что хотела еще обратить внимание? Безусловно, хотела обратить ваше внимание, это привлечение волонтеров и привлечение волонтеров и непрофессиональных, да, скажем так, ваши проекты, но и привлечение пробона волонтеров, профессиональных волонтеров из разных сфер. Это могут быть и талантливые люди, это могут быть и специалисты узких профилей, да, это юристы, возможно, не знаю, там вам потребуется какой-то IT-специалист мощный, чтобы можно было подключать цифровые решения в ваши проекты. Вот. Обязательно смотрите вот в эту сторону. Также, пожалуйста, вот у меня прям тоже рекомендация, я всегда спрашиваю, вот я знаю, у ресурсного центра очень много амбассадоров, вот Михаил Юрьевич, Светлана, мы точно являемся амбассадорами данного ресурсного центра, потому что всегда рекомендуем, говорим, рассказываем о нем на разных площадках, всегда своевременно там информируем о каких-то событиях, которые проходят на федеральном уровне, вот, и очень
важно, чтобы у ваших организаций были тоже амбассадоры. Поэтому это прям такая рекомендация. Это кто такие амбассадоры? Это люди, которые прониклись вашей деятельностью, и они везде рассказывают, они о ней пишут. Поэтому, пожалуйста, находите себе амбассадоров, пусть они будут у вас, то есть как бы в организации, и ваш круг этот расширяется. Также физические лица. Мы поднимали такой важный вопрос, чтобы были предоставлены гранты физическим лицам, и сейчас они есть у нас на уровне федеральном, да, это агентство по делам молодежи как раз предоставляет такую возможность для молодых людей от возраста от 14 до 30 лет, со следующего года это 35 лет, можно получать финансовую поддержку. Поэтому, пожалуйста, то есть тоже, не, скажем так, если кто видит, становитесь вот этим центром притяжения для молодых, талантливых людей, которые могут реализовать свои проекты, но настолько не обладают ресурсами. И вы там можете становиться наставниками в этих проектах, и есть такая возможность. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте молодых людей. Станьте для них вот такой площадкой и дайте молодой крови энергично реализовать свои проекты, потому что вы их только усилите. И вот, наверное, в подтверждение вот этих слов я хотела как раз Михаилу Юрьевичу передать слово и спросить: Михаил Юрьевич, ну поделитесь опытом, вы-то уже проводили такие конкурсы для физических лиц, и скажите, пожалуйста, вот если какая-то динамика, если изменения, что происходит благодаря тому, что вот вы внедрили такой конкурс у себя на территории в Челябинской области? Спасибо большое. Вы знаете, на самом деле, я скажу вообще, вот в частности по культуру, если позволите, конечно, прежде всего это дает возможность, и для нас особенно ценно, что этой возможностью пользуются, это дает возможность молодым людям, это дает возможность пожилым людям, это дает возможность людям среднего возраста наконец начать воплощать в жизнь какие-то свои маленькие инициативы. Я приведу пример, вот буквально недавно. Я был в совершенно маленьком селе, вылетело, честно говоря, название, национальным, сразу хочу сказать, в котором, ну, по меркам Челябинской области это далеко от Челябинска, где-то часа полтора-два, по меркам Якутии я понимаю, что это очень близко. Это пригород. Это пригород буквально. Но тем не менее, вы тоже понимаете, что это все-таки не город-миллионник. И мы увидели там совершенно потрясающего человека, кузнеца, который, работая по основному месту работы, заведующим хозяйством, там, больничной частью, делает кузнец-самоучка самолеты, я сейчас не оговорился, самолеты настоящие, ну это у него хобби. Он делает, там, сделал какой-то трактор совершенно чудесный, красивый, потрясающий, ну, кузнец, то есть, вы понимаете, он кует, на котором он чистит местные дороги, помогает там делать жизнь своей деревни лучше. Сейчас он стал делать там каких-то потрясающих птиц, потрясающие произведения искусства. И у него одна из задач... То есть малоархитектурные формы такие, ну, да, которые сейчас тоже в ваших территориях. Это настолько вдохновляет других людей, кто рядом, потому что там появились бабушки, которые занимаются плетением из камыша. Это такие, ну вот честно говоря, я человек достаточно, который, ну вот, не очень любит, когда что-то сделано не очень красиво. Но это настолько тонко, это настолько потрясающе, это настолько великолепно. И эти люди на сегодняшний день начинают думать, а может быть это их призвание, так ли им надо вот работать по основному месту работы, может быть им сначала создать НКО, а потом может быть развить направление предпринимательства, социального предпринимательства, потому что у некоторых из них работают детки с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. То есть грант – это возможность для человека воплотить его идеи, попробовать, и если получается у тех, кого эта идея идет, какие-то идеи перейдут в социальный бизнес. Какие-то идеи перейдут в формат некоммерческой организации. Какие-то, возможно, будут разовыми. И это тоже нормально, в этом тоже нет. Сколько у вас было заявок вот,
в Вы прошлом знаете, году? я хочу сказать, что, вот честно, на мой взгляд, мало, по-моему, 350 именно на конкурс физических лиц. 350, это 450, 450 мало. Мы рассчитываем, что будет больше. У нас 80 инициатив было поддержано на сумму порядка 15 миллионов, сейчас у нас на эти цели 19 миллионов. Но я почему-то думаю, что хотя Челябинская область по населению существенно больше Якутии, у нас 3 миллиона 700 тысяч жителей, что инициатив при объявлении аналогичного конкурса было бы, как минимум, не меньше. Да, конечно, первый год, вы знаете, оказалось тяжело. Хотя мы полностью взяли модель фонда президентских грантов, то есть все в онлайн-формате, мы все рассказывали, показывали, немножко упростили заявку, но все-таки ряд моментов оказался тяжелым. Кто-то побоялся, например, у нас гранты физлиц пока что, сейчас мы над этим работаем на российском уровне, облагаются НДФЛ. Естественно, эти деньги были заложены в проект, то есть люди сами никаких своих денег не платили, это понятно. Но тем не менее, вот стопроцентно преодолеть вот какой-то вот этот вот страх перед отчетностью, перед бюджетными деньгами нам пока не в полной мере, как я считаю, в том году удалось. Сейчас мы очень активно в эту сторону работаем. И я очень надеюсь, что такие конкурсы будут появляться в самых разных регионах. И абсолютно уверен, что Якутия здесь будет передовиком. Но для этого очень важно, чтобы это желание исходило не столько от федеральных экспертов и не только от регионального ресурсного центра, но, безусловно, и от вас. Давайте спросим, давайте вот как раз спросим, пожалуйста, поставьте плюсик или напишите даже какой-то комментарий. Как вы считаете, было бы хорошо, если бы в Якутии появились такие гранты для физических лиц, где не надо создавать НКО, да, то есть, где можно попробовать, опробировать свою идею, инициативу и, скажем так, посмотреть, как она будет реализовываться, а потом уже, как говорил Михаил, понимать вам, создавать некоммерческую организацию, создавать социальное предприятие, да, то есть вот чтобы вы уже осознанно, скажем так, вступали вот в это направление. Так, мы видим. Смотрите, сколько восторженных возгласов. Да, с огромным количеством восклицательных знаков. Замечательно. Кстати, я сегодня буду на телевидении, вы знаете, для меня очень важно ваши сейчас отклики, и я прям это буду транслировать замечательно. Коллеги, я думаю, что сохранят скрины и приложат это как одно из многих подтверждений того, что это важно и нужно. Вы знаете, я еще хотел сказать, что это дает возможность. Это дает возможность, в принципе, всем неравнодушным людям, у нас, кстати, и чиновники могут участвовать в этих конкурсах, особенно и маленькие, ведь подчас в маленьком муниципалитете. Муниципальные служащие, которые не имеют этого статуса интересно. Вы знаете, даже те, которые имеют статус муниципального служащего, не госслужащего, конечно, безусловно, а именно муниципального, мы им разрешили. Почему? Потому что подчас у них, я не знаю, как в Якутии, у нас у некоторых там зарплата 10-15 тысяч. Это люди, которые работают в основном за идею, а не за деньги. И многие из них заинтересованы в том, чтобы... И они тоже могут уйти в некоммерческий сектор, и таких примеров в России, в том числе успешных, мы знаем много, особенно именно в маленьких муниципалитетах, когда человек хочет развивать свою территорию, он ее развивает так, как может на муниципальной службе, но подчас он понимает, что иногда, уйдя в некоммерческий сектор, ресурсов у него может стать даже больше, в том числе, как ни странно, и финансовых, и может стать больше немножко свободы, поля для маневра. Это тоже одна из наших задач. И еще важный момент. У нас есть возможность в рамках грантов из лица даже сразу закладывать затраты на создание НКО. То есть грант может быть подан на регистрацию некоммерческой организации. Ну не только на юридические вопросы. Да, то есть деятельность, которая Михаил, логично слышно, заканчивается чуть-чуть. созданием НКО. Да, деятельность, которая совершенно верно заканчивается созданием некоммерческой организации, в том числе, например, фондов местных сообществ, в том числе, например, ТОСов, потому что одна из наших задач – развивать муниципалитеты. Но поверьте мне, самые лучшие практики развития муниципальных образований в очень многих субъектах начинаются с инициатив в сфере культуры, начинаются с каких-то фестивалей, начинаются с маленьких музеев, которые создаются на базе иногда одного дома, одного и какой-то даже комнатки, где человек живет. И с малого начинается большое, поэтому и объединять людей вокруг культурной инициативы, поверьте мне, подчас проще. И привлекать туристов, какой бы мы с вами социальный проект замечательный не придумали, маловероятно, что у нас для этого приедут 1000 туристов. А
возьмем опыт потрясающей Архангельской области, где совершенно малые, совершенно Отдаленные, отдаленные северные территории, вот, архангельские, привлекают туристов за счет маленьких музейчиков, а вокруг этого потом развивается и Отель социальная Голубина, сфера. Да, Финишская ярмарка. Конечно. И что для нас еще особенно здорово, конечно, мы хотим развивать весь некоммерческий сектор. Это задача, в том числе единого ресурсного центра. Но подчас в территории, вот для того, чтобы многие из вас, кто находится в отдаленных улусах, особенно в Арктике, которая, я знаю, нас будет смотреть, ну, наверное, уже в записи из-за того, что не всегда настолько быстрый интернет, как нам бы с вами хотелось, но для того, чтобы эти территории развивались, важно, чтобы каждый из вас имел рядом с собой какой-то пример. Как правило, когда в муниципалитете появляется одна успешная организация, вслед за ней начинают развиваться другие, казалось бы, стоящие особняком в других направлениях, потому что хороший пример заразителен, не только дурной на самом деле, хороший заразителен еще больше. И я вот желаю каждому из вас, чтобы вы стали именно таким хорошим, положительным, успешным примером для тех, кто рядом с вами. И вы знаете, еще очень важно, чтобы у вас, я всегда говорила, вот если, особенно молодежь, когда очная защита, я всегда спрашиваю, скажите, пожалуйста, 2-3 примера, ну, которые вас вдохновляют. А чтобы, скажем так, они ответили на этот вопрос, безусловно, они должны мониторить и изучать лучшие практики. И поверьте, эти практики все равно можно посмотреть уже, или задать вопрос, или, может быть, вот как раз этот запрос направить в ресурсный центр и сказать, нам очень нужны практики вот в этом направлении, нам нужны практики вот в этом направлении. Поэтому, пожалуйста, сами мониторьте и, безусловно, отправляйте такой запрос конкретный. Поверьте, Вселенная, она так устроена, что она работает точно на ваши запросы. Какой вопрос, такой ответ. И он начинает приходить через телевидение, общественное российское телевидение, пожалуйста, можете его включать, и там тоже всегда транслируется много информации. Агентство социальной информации, вы заходите, и там даже можно по фильтру поставить, и есть публикации, посмотреть, и много-много полезных ресурсов. Безусловно, такие практики, и потом буквально после первого уже конкурса в новом грантовом конкурсе президента, да, конкретно по направлениям культуры, мы увидим уже с вами, кто подавал заявки, какие-то заявки были, в каких направлениях, а когда, безусловно, уже будут победители, и сможем зайти вовнутрь и провалиться, и посмотреть уже более детально. Так что, пожалуйста, старайтесь, скажем так, больше изучать, вникать, понимать, собираться. Вы знаете, я еще раз говорю, может быть, онлайн-встречи. Мы понимаем, что еще, наверное, эти полгода пандемия нас не оставит, скажем так, вот в лайт-режиме, да, все-таки будет такой более строгий, но мы сможем, давайте не отчаиваться, у нас уже есть наработанный иммунитет, поэтому точно давайте какие-то встречи делать онлайн, делать тематические встречи, собирать с практиками людей, приглашать, чтобы делились. Вот. И, безусловно, смотрите, почему я говорила, особенно опытным сейчас организациям, пожалуйста, привлекайте молодежь. Почему? Потому что вы опытные, знаете, что уже нужно вашим социальным группам, да, а молодежь, она иногда, знаете, мы так даже не можем подумать, какие замечательные решения, креативные, они предлагают для разрешения вот этой проблемы. Совершенно другой фокус, другая подача. Вот смыслы это, безусловно, те, которые вы понимаете и очень важны для ваших групп. Но вот молодежь, она предлагает новые технологии. И давайте объединять вот эту синергию молодой крови, старшего, мудрого поколения. И, безусловно, еще очень важно не отходить от, знаете, как, социальная тема, это что социальное, абсолютно не относящееся ни к техническому, ни к высокоинформационному, IT-решениям каких-то. Нет, что вы, давайте сейчас тогда смотреть уже, а какие у вас есть ресурсы на территориях, потому что Якутия, она передовая здесь, она цифровая, я знаю, что у вас есть какой-то фонд, да, который специально занимается IT-решениями, или целый парк, IT-парк, по-моему, да? Конечно, у нас
нас есть IT-парк, и даже прям отдельно. да, индустрия очень развита. Резиденты, кстати, IT-парка разрабатывали нам карту гражданских инициатив. Это тоже такая хорошая платформа, где можно посмотреть, какие инициативы есть ли что-то в вашем родном районе и Улусе. И еще, когда мы проводили с вами онлайн, коллеги, гражданские выходные в арктических Улусах в ноябре, вы видели шикарный, я считаю, проект Момского района, где приложение, которое уже в Google Play есть, Аяна, онлайн-переводчик севенского языка. Да? И какая была презентация, поверьте, не у всех крупных некоммерческих организаций вот такая цифровая, уникальное вообще решение есть, и проекты, и как себя они презентуют, это тоже отметили эксперты. Еще хочу один момент сказать, что у нас по количеству некоммерческих организаций, по направлениям, на 3-м месте родовые общины коренных малочисленных народов Севера. И вот как кейс к нам 2 года подряд обращался Еремей Садовников, он руководитель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Улахан-Чистайского национального наследия Момского района, Большая Тундра. И он ничего не знал о проектировании. Надо понимать, что родовые общины – это традиционное природопользование, оленеводство. Да? Казалось бы, причем здесь культура, но он у нас в результате сопровождения нашими экспертами, он стал победителем фонда президентских грантов и привлек 500 тысяч рублей в виде гранта в свою территорию, свой родной наслед на проект «Тропами предков». И этот проект, экспертизу делал, кстати, Алексей Росмолодежь Матвеев, представитель Росмолодежи, и тоже онлайн он сделал экспертизу. А в чем заключается проект? Это сохранение такой традиции, как национальный эвенский танец Эджи. И задача нашего уважаемого Еремея довести этот проект до того, чтобы он вошел в международное наследие под эгидой ЮНЕСКО. Понимаете, как далеко и глубоко мы смотрим. И это есть и идеи, которые наши эксперты видели на наших платформах, и о которых мы не знаем. Да? Они точно уникальны, они грандиозны, и мне очень нравится, что наши лидеры, да, местных сообществ, они всегда смотрят, вот, видимо, потому что у нас более 3 миллионов квадратных километров, наши проекты, они не имеют границ. И мы не можем установить границы даже географические. Вот это вот тоже как пример. Замечательно. А я хочу сразу предложить, Ольга, вам, смотрите, у нас есть в Югре тоже гражданский форум «60-я параллель», и Якутия входит в эту 60-ю параллель, и, конечно, было бы замечательно, в том числе, а у нас на Камчатке проживают также эвенки, и было бы замечательно, если бы вот на этом большом форуме, да, могли бы дополнительно, вот как раз мы будем иметь в виду, я порекомендую коллегам, чтобы можно было включить, вот будут культурные проекты, что в прошлом году мы прям отдельно делали площадку «Нацпроект Культура», да, я ее как раз сформировала, вела, и вы знаете, замечательный получается такой обмен, и я думаю, что мы уже сформируем проекты по направлениям, да, они уже будут у вас, кто-то реализует хорошо, кто-то наоборот будет стартовать, с чего-то начинать, кому-то усиливать необходимо, но я думаю, что вот такой культурный обмен очень важно делать между регионами и обмениваться вот практиками, тем более вот северными, с особенностями, которые идут, да, северными, вот, но уж вы смотрите так далеко, вот, что выходя на международную площадку, это замечательно. Почему? Потому что, смотрите, у нас есть фонд Горчакова, учрежденный МИДом, поэтому, пожалуйста, заходите на эти сайты, да, и у нас есть такой сайт, я еще сейчас вот отдельно презентацию включу, хотела бы вот буквально 10 минут вашего внимания, и эта презентация останется у вас,
Более того, вы сможете самостоятельно промониторить, дополнительно спокойно поизучать, что вот за этот час сложно выдать какие-то каждому полезную информацию, но мы ее выдаем, но комплексно, да, может что-то мы транслируем уже известное некоторым, да, кто-то слышит впервые вот то, что мы предлагаем. И, безусловно, я думаю, что когда уже в спокойном таком состоянии вы сможете промониторить, зайти и выстроить, как я уже говорила, стратегию, потому что важно, вы же делаете стратегию, вы же делаете свой план жизни, даже, например, что у меня там, что бы я хотела в этой жизни достичь, да, делаете краткосрочные, долгосрочные планы, думаете об этом, соответственно, думая об этом, вы формируете какие-то циклы, да, там ряд мероприятий, что для этого необходимо сделать. То же самое и с проектами, они встраиваются в вашу, скажем так, жизнь, и очень важно, чтобы вы понимали вот эту стратегию для того, чтобы, вот я еще раз говорю, смотрите, вот гранты еще не объявлены в Челябинской области, это вот в этом году, потому что на сегодняшний день у нас, и, по-моему, в Приморском крае, да, тоже не объявлено. Объявлено 9 июля уже закончим. У вас 9 июля закончится. Ну вот Челябинск, ну в принципе 9 июля тоже еще можно успеть, так что время есть на самом деле. Вот, но тем не менее вы знаете, что в каждом субъекте Российской Федерации предоставляется грантовая поддержка, и поэтому вот вы можете уже сейчас, скажем так, можете кто-то написать, кому интересна Челябинская область, с какими направлениями. Михаил Юрьевич точно посмотрел бы такие НКО и передал бы их координаты, контакты Ольге, и можно было бы уже соединить организации, поверьте, вполне возможно, вы могли бы какую-то практику, которая замечательно реализуется в Челябинской области, адаптировать на свою территорию, и вас включили бы коллеги в свой проект. Это возможно, Михаил Юрьевич, или я фантастику какую-то говорю? Я даже более того скажу, ну, сразу понятно, что это скорее исключение, но в принципе фонд президентских грантов рекомендует регионам, получающим софинансирование в рамках конкурсов фонда президентских грантов для субъектов, а это существенная доля региона, не делать ограничения по месту регистрации некоммерческой организации для реализации проекта в том или ином субъекте. Что означает, что чисто теоретически та или иная НКО, увидев социальные проблемы в Челябинске, может вообще сказать: мы хотим у вас ее решить, поучаствовать в конкурсе и победить. Более того, у нас такие примеры есть. Например, у нас побеждали НКО из Екатеринбурга. Кстати, я считаю это неплохой историей при одном исключении, вернее условии, когда вот мы понимаем, что у нас есть какой-то запрос, но нет, есть даже, может быть, люди, но нет команды, нет компетенции в той или иной территории, чтобы удовлетворить этот запрос населения. И вдруг приходит НКО профессиональное, которое говорит: да мы вам поможем. Мы нарастим вам эти компетенции, мы поможем с созданием НКО, мы обучим этих людей, поделимся технологиями, и потом эта организация войдет в сеть. И ровно так формировались многие ресурсные центры, например, наш, созданный по инициативе ресурсного центра из города Тюмени межрегионального. За счет других денег, там это были федеральные средства, но технология ровно это. Поэтому мы вот это тоже культивируем, это с одной стороны. А с другой стороны, мы очень хотим межрегиональных проектов. Вот прям очень хотим. У нас на это большой запрос. И если вдруг даже какие-то НКО, например, из Якутии скажут: что вы знаете, но мы не знаем, с кем в Челябинске вот по этой теме поработать, но если бы вы нам подсказали, нам вообще было бы интересно. Мы будем рады. У нас есть отдельные гранты на стажировки. И наши некоммерческие организации, несмотря на, чего греха таить и лукавить, не самую дешевую стоимость билетов в вашу замечательную республику, тем не менее мы на это готовы. И по каким-то интересным направлениям, может быть, и мы к вам отправим кого-то на стажировки. Может быть, и вы, найдя какие-то свои ресурсы, подумаете, какие-то грантовые, иные, приедете по каким-то направлениям интересным к нам, а может быть, мы вместе куда-то. Так что это все интересно, и мы готовы в этом финансово участвовать. Прекрасно. И еще раз хочу повторить, что значит нужно сделать. Первое. Вы можете зайти на гранты губернатора Челябинской области, сайт.
и попадаете сразу в проекты. Аналогичная платформа, как у фонда президентских грантов, поэтому для вас она доступна и понятна. Вы заходите на нее, нажимаете даже на проекты, ставите по направлениям, вы можете не ставить, и просто сделать вот этот мониторинг, а кто вас заинтересует. После этого можно самостоятельно связаться, но лучше все-таки я бы рекомендовала через ресурсный центр, вот, и вы свяжетесь, безусловно, с ресурсным центром. И дальше, я еще раз говорю, вы можете принять участие, еще ваши гранты не объявлены из федерального бюджета, то есть который фонд президентских грантов, правильно я понимаю? У нас уже конкурс грантовый закончился. А фонда президентских грантов? Все вместе. У нас было объединено более 103 миллионов рублей конкурс грантов. Понятно. Тогда вы можете рассчитывать на Челябинскую область, потому что здесь еще грантовый конкурс как раз будет реализовываться. Ну и на следующий год вы можете спокойно принимать участие уже в своем грантовом конкурсе, учитывая возможность стажировки. А поверьте, я вот уже 5-й год подряд приезжаю в Челябинскую область, участвую и знаю некоммерческий сектор не понаслышке, точно так же, как и якутский НКО, да, и поверьте, там есть чему поделиться. Очень хорошие, качественные технологии, поэтому не стесняйтесь. Я знаю, что вы очень скромные люди, вот поэтому я вас очень-очень прошу, пожалуйста, самое главное, пишите, проявляйте инициативу, поезжайте, изучайте, включайтесь, то есть как бы в такую вот уникальную возможность. Ну и можно, пожалуйста, коллеги, презентацию, называется «Грантовые возможности для твоих идей». И я прям вот тезисно пройдусь, потому что у нас не так много времени, осталось буквально 15 минут. И вот мы выступали буквально дня 4 назад онлайн, я выступала на Тавриде, и как раз мы тоже готовили, скажем так, возможности, какие есть для молодых людей, и в том числе для вас, да, вот сейчас будет эта презентация, уверена, полезна. И что бы хотелось поделиться, безусловно, ну, вы, может, кто-то знает, особенно молодежь-то точно, я думаю, что у вас, ваше ведомство, Министерство молодежной политики об этом рассказывает, транслирует, информирует, но тем не менее я вам могу озвучить следующее, что вы точно можете участвовать как физические лица, может быть в вашей команде есть молодые люди, поэтому, пожалуйста, участвуйте в грантах Росмолодежи. Очень важно, чтобы вы зарегистрировались на платформе АИС Росмолодежь, поэтому, пожалуйста, сейчас, секундочку мы. Так, еще следующий. Вот, очень важно, чтобы вы были зарегистрированы на АИС Росмолодежи, да, чтобы в вашей команде были молодые люди, вдруг это сейчас старшее поколение нас слушает, 35 плюс, я отношусь тоже к нему, к этому старшему, назовем, поколению, но тем не менее, я уверена, что есть в команде молодые люди, которые смогут участвовать в этом грантовом конкурсе. Также обратите внимание на национальные проекты нашей страны, потому что очень важно, чтобы ваши проекты отвечали также направлениям. Я не говорю про то, чтобы вы четко там, какой вклад, но тем не менее, чтобы осознанность ваша была в части того, что действительно какой вклад вы вносите вашим проектам в решение общей, то есть как бы такой социальной проблематики, обозначенной на территории Российской Федерации, конкретно в Республике Саха-Якутия. Вот. И вот тут важно вам, то есть понимать, в какие направления подавать, чтобы эту проблематику разрешать. Поэтому, пожалуйста, вот вы видите сейчас на экране вашем номинации грантового конкурса для физических лиц, и по сути, я уверена, тут охватывает все ваши направления, и вы можете спокойно принимать там участие. Вот.
Я не буду, отдельно есть для высших учебных заведений, но тем не менее, пожалуйста, можно тоже выстроить партнерство с вузами, вузы заинтересованы, главное, проявляйте сами инициативу, выходите на коммуникации, на связь, предлагайте им свои технологии и объединяйтесь, потому что вузы получают порядка до 15 миллионов рублей, но в этом году уже конкурс завершился, но тем не менее, как вы знаете, партнерские связи нужно выстраивать не за 2 дня до окончания конкурса, а это процесс такой достаточно длительный, и поэтому вы можете уже сейчас в каком-то формате выстроить это партнерство, заходить с вузами на коммуникации, выходить, может быть, что-то делать пробона сейчас бесплатно, да, а потом уже понимать, как вы можете совместно решать, участвовать в конкурсе в следующем году. Вот. Но это номинации вот, для образовательных организаций, непосредственно для вузов. Вот вы видите тоже, практически каждый из вас найдет свое здесь направление и можно подаваться. Вот. Что еще очень хотелось вам обозначить, да, то есть как бы и сказать, ну, критерии оценки все классические, то есть как бы поэтому я не буду на них останавливаться. Я говорила вам, что я прям быстренько пробегусь, чтобы у вас был такой калейдоскоп, какие есть ресурсы, возможности, чтобы участвовать в конкурсах. И без стратегии, а вы это поймете сейчас, потому что такой поток, скажем, идет подача заявок конкурсов один за другим. Уже в месяц, Михаил Юрьевич, сколько? Ну, всегда проект грантового конкурса по 3, по 4, это минимум в каждом месяце, да, объявляется каким-то фондом. Ну, я думаю, что если взять в России все вместе, конечно, многие из них профильные, как там спорт для всех Потанин или там Тимченко, культурная мозаика. Но в целом, да, конечно. И главное, что всегда надо просто искать для себя, не надо держать руку на пульсе. Наверное, не в каждом конкурсе надо участвовать. Вот. Но о них надо знать для того, чтобы принимать решения, где надо, где не надо, а где-то, может быть, ответить себе на вопрос. В этом году нет, а в следующем вот я буду готов и взять на заметочку. Прекрасно. Полностью согласна с Михаилом Юрьевичем. И очень важно, я еще раз буду повторять постоянно, очень важно выстраивать стратегию. Вот, стратегию участия в грантовых конкурсах. Да? То есть, о чем говорил Михаил, что, возможно, вы в этом году, то есть, ну вот как Светлана обозначила, да, что уже в Приморском крае закрыта такая возможность, ну, практически, потому что мы понимаем, что пока нужно связаться, люди уже, кто-то уже подал заявку, заполнил ее, да, на грантовый конкурс, ну, а кто-то еще вот со следующего года, вы можете уже сейчас начинать коммуницировать и понимать, что вы в следующем году будете принимать участие. Или как в Челябинской области, у вас есть открытая возможность сейчас выйти на коммуникацию, посмотреть, с какими организациями вы хотели бы запартнериться, и поверьте, это уникальная возможность, поэтому обязательно стратегируйте и планируйте. Фонд президентских грантов, не буду на нем останавливаться, потому что ресурсный центр у вас отлично в этом направлении работает, информирует, так что, пожалуйста, тоже, скажем так, активно принимайте участие. И более того, вы знаете, вот тут как раз, ну, может быть, есть и физические лица, молодежь. Важно знать о вашей некоммерческой организации. Здесь кто? Предложите свою услугу. Например, может быть, вы замечательно делаете мастер-класс по, ну, не знаю, может быть, там, по художественной какой-то там терапии, да, то есть вот. И прекрасно, тогда скажите, что вы можете проводить сколько групп, сколько, то есть как бы в каком количестве, что вам для этого нужно, какой материал закупить. И придите на переговоры с некоммерческой организацией для того, чтобы сказать, вот вы будете подавать фонд президентских грантов, вот смотрите, мы можем с вашими пожилыми людьми заниматься вот такой вот терапией, да, то есть как бы, или наоборот, это семейные пары, да, то есть это, возможно, взаимодействие с детьми, то есть или молодежь, то есть как подростки. Вот очень важно, чтобы вы тоже обращались, скажем так,
уже сами стратегию выстраивали и шли в партнерство с вашими НКО. А НКО, я вам хочу сказать, не перетягивайте все одеяло на себя, не заводите и не будьте автономными и говорите, я никого впускать не буду, я буду только самостоятельно решать свой вопрос. Вот, Михаил Юрьевич, подтверждаете мои слова или как-то наоборот опровергаете или дополните чем-то в части того, что вот если проект реализуется, вот НКО чаще всего как-то заводит все ресурсы, те, которые на грант запрашивают, только на себя. А вот если работать на, скажем так, как раз раскрывать возможность и давать возможность другим вот таким узкопрофильным, да, то есть заходить в общий проект, это приветствуется или это как-то, может быть, я преувеличиваю? Знаете, если честно, вопрос сложный. С одной стороны, однозначно приветствуется, когда есть партнеры, это очевидно. Однозначно хорошо, когда есть усиление проекта с экспертностью. Эта экспертность может выражена быть в ваших компетенциях сотрудников, личных руководителей. Может быть выражена эта экспертность в компетенциях партнера, который бесплатно оказывает какие-то услуги, или коммерческой, или некоммерческой организации, получающей какие-то средства в рамках проекта. А вот самозанятый, то есть человек зарегистрирован как самозанятый и может заниматься, несколько там занятий с детьми проводить, да, вот. Это тоже имеет место быть, но я бы, если честно, скорее указывал его в выплатах физлицам по договорам ГПХ, потому что договор самозанятому – это договор гражданско-правового характера с физическим лицом. Просто не учитывал это в категории, выплаты по ГПХ, это прописано. Там есть, правда, условия, что это в ряде случаев договор с самозанятым не может быть заключен, если это там какое-то регулярное проведение какой-то секции, например, или работа с детьми, есть тут свои риски. Но в целом это хорошо. Экономия на налогах, почему нет, в том числе и в рамках гранта вы запросите деньги на что-то более полезное. Но будьте с этим аккуратны. То есть я бы не стал переходить границы, потому что, конечно, когда некоммерческая организация треть бюджета пишет на какую-то НКО, другую, именно в виде оплаты услуг, шансов, фонд президентских грантов не только не любит перезаказ. И они говорят о том, что если... Нет, мы как раз говорим, что пускай это будет процентов там, 3-5, мы не говорим, то есть это, конечно, совершенно один может быть процент, если все зависит от суммы. Это все, сумма обычно, да, региональный грант, конечно, до 3 миллионов, а маленькие проекты до 500 тысяч, с процентом будет тяжело, но я однозначно говорю о том, что эксперты хорошие, команда сильная, неважно, будь то самозанятый или ГПХ, штатный сотрудник, привлеченный специалист, индивидуальный предприниматель, другая некоммерческая организация или коммерческая фирма усиляют проект, профессионализируют проект. Вы получите баллов больше по графе опыт, не опыт, наверное, но больше по графе компетенции команды. Скорее всего, что это в оценке будет отражено в графе уникальность. Скорее всего, это найдет свое отражение в возможности реализации проекта. То есть по многим критериям вы, конечно, скорее всего наберете больше баллов, если это учтете. Понятно, что это не может быть, скажем так, взамен всего остального, потому что я уже говорил о том, что проект это комплексная история, но в числе прочего это проект усиляет. Спасибо большое, Михаил. Я, как говорила, не буду останавливаться на фонде президентских грантов. Вчера у нас говорил наш руководитель президентского фонда культурных инициатив, как раз проводил вебинар. Я думаю, что вам обязательно его нужно самим посмотреть, вникнуть в все особенности, нюансы и понимать и подавать. То есть на самом деле не бойтесь подавать, не бойтесь проигрывать. И вы знаете, как говорил мой коллега, рассказывал историю, что 5-й раз это алмаз, да, то есть он подавал 4 раза на участие в грантах, не выигрывал, и уже когда 5-й раз такой немного огорченный подал, думает, все, не буду. Он говорит, знаете, и 5-й раз я выиграл. И всегда говорю об этом, что 5-й раз точно алмаз. Но у вас может быть не 5-м разом, да, у вас может быть и в 1-й раз
самое главное, если вы подаетесь впервые, пожалуйста, не надо подаваться на огромные суммы. Попробуйте всегда, вот когда рекомендация идет до 500 тысяч, вполне возможно, да, или вот на Росмолодежь, когда у нас подается, не надо на максимальную сумму сразу несколько миллионов подавать грант, подавайте его небольшими суммами, пробуйте, берите небольшое количество участников, а охват вы можете взять через социальные сети. Тут зависит все от вас, как вы будете охватывать и вовлекать непосредственно, скажем так, ваши целевые группы и вообще разные целевые группы, не только с теми, которыми вы работаете. Так что, пожалуйста, обратите на это внимание, поизучайте, QR-коды здесь есть, я тоже не буду останавливаться, так как мы уже об этом говорили, и я думаю, что вы послушаете и для себя сделаете выводы. Моя такая основная рекомендация будет это участвовать. Поэтому здесь номинации у нас обозначены, да, направления тоже, и мы видим, что здесь и молодые, то есть есть люди, и нация Созидателей, и Великое Русское Слово, да, и межнациональные проекты. Вот тут, не знаю, мне кажется, Якутия тут точно должна быть передовой, потому что очень-очень много проектов вот по многим номинациям, и уверена, что вы их будете усиливать. Самое главное, учитесь технологиям проектирования, записывайтесь в школу социального проекта в ресурсный центр, наращивайте свои компетенции по социальному проектированию. Вот. Очень важно, ведите свои социальные сети и сети ваших или проектов, или ваших организаций. Поэтому убедительная просьба уже работать или, скажем, выстраивать также стратегию ваших социальных сетей. Вот. Российский фонд культуры принимает сейчас заявки, конкурс волонтерских проектов для некоммерческих организаций. Пожалуйста, участвуйте. То есть заходите, вы, как видите, есть и для некоммерческих организаций конкурс в этом году, и для молодых режиссеров, да, и для современной драматургии, и печатные издания. То есть как бы многие могут участвовать вот в этом конкурсе, поэтому, пожалуйста, подавайте свои заявки, изучайте QR-код, вы видите, вы наведете, зайдете, сразу попадете на Российский фонд культуры, и поверьте, там тоже удобная и понятная для вас платформа, потому что тот заданный стандарт фондом президентских грантов во многих сейчас и негосударственных, и государственных фондах он применяется. Поэтому для вас сейчас очень все просто, упрощенно, понятно и идентично. Единицы, какие проекты, то есть какие фонды работают совершенно в других платформах. Ну и то они тоже чаще всего соприкасаются, понятны, вот, интуитивно. Так что подавайтесь. Фонд Тимченко, пожалуйста, помните, я вам говорила про насмотренность, то есть очень важно, чтобы вы зашли, а там выложены все практики. Вот я вам только говорю, пожалуйста, заходите на эти ресурсы, потому что мне сложно сейчас сказать вам, а на какой проект вам, ну, то есть, как бы обратить особое внимание, потому что я вас сейчас не слышу, да, не понимаю, в чем есть запрос, может быть, это библиотека, может быть, это ДК, может быть, у вас это организация по межнациональным, межкультурным проектам какая-то, да, некоммерческая, может быть, это экологическая организация, поэтому очень важно, чтобы вы зашли, и я знаю, что у вас, Михаил, тоже, да, в фонде Тимченко участвовали в вашей организации, правильно? Конечно, безусловно. И мы, конечно, считаем, что участие, например, в конкурсе «Культурная мозаика» фонда Тимченко дало очень многим организациям стимул к развитию. Мне очень нравится формулировка, которой пользовался фонд, сейчас немножко они от этого отошли, когда они говорили о том, что наша задача поливать, удобрять и культивировать. Вот есть некая грядка, мы всячески помогаем прорастать там всему, что получается. И самых талантливые, ну, в данном случае самые успешные, назовем это так, какие-то растения, в нашем случае не растения, а в нашем случае продукты, да, инициативы, мы будем культивировать, отсаживать какую-то отдельную грядку, помогать им отдельно, усиленно, специализированно.
конечно, за счет государственных средств заниматься такой точечной поддержкой сложнее. И, наверное, это правильно, что все-таки государственные средства должны идти в рамках честных, прозрачных, понятных конкурсных процедур. Но вместе с тем мы понимаем, что хорошо, когда есть инструменты бизнеса, позволяющие поддержать и точечно, более гибко подойти к развитию каких-то совершенно замечательных инициатив. Тем более фонд Тимченко помогает инициативам, как правило, именно в малых городах и сельской местности. Да, по-моему, до 50 тысяч, да, жителей, то есть там, да. Вот, поэтому, пожалуйста, а у вас это 100%, мне кажется, практически все муниципалитеты попадают под это направление. Очень важно, чтобы вы, самое главное, были активны, подавали заявки в участие, да, и уверена, что тоже найдете там определенный ресурс, возможность, и, ну и самое главное, может быть, если не выиграете, то найдете партнеров, которые можно будет вовлечь в реализацию ваших проектов и подать на другие грантовые конкурсы. Как вы уже поняли, их очень много. Я говорила вот как раз про гранты региональные, и вот здесь тоже у нас есть QR-код, вы можете зайти, поизучать, посмотреть, да, вникнуть, найти партнеров для себя, кому это очень интересно. Вот, смотрите, еще все, что касается культуры, все конкурсы собраны на одной платформе kultura.granty России, поэтому, пожалуйста, заходите по QR-коду и уверена, то есть как бы вы тоже увидите там свои направления. Опять, сейчас вы поймете, что стратегически очень важно выстраивать уже четкий график вашего участия в конкурсах. Ну и, конечно, я очень уважаю вот как раз из молодежных инициатив коллеги из Казани вот создали такую платформу, и она сейчас пользуется возможностью, поэтому, пожалуйста, конечно, многие, возможно, уже подписаны у вас, но, тем не менее, можете, кто не подписан, заходить, пользоваться. Это агрегатор конкурсов и грантов, Капитан Грантов. Вот. Можно в Телеграм подписаться, можно на сайт зайти, можно в ТикТок посмотреть, а там другая подача идет. Я очень люблю смотреть коллег в ТикТоке, меня это улыбает, расслабляет, поэтому посмотрите, вас тоже немножко это посмешит. Вот, так что, пожалуйста, участвуйте, спасибо вам за внимание. Я, как всегда, пишите, не стесняйтесь, рассказывайте, чтобы пусть у вас будут ваши амбассадоры, возможно, вы вовлечете в ваши проекты меня, Михаила, вот, и это те люди, которые будут рассказывать на разных федеральных площадках о том, что, то есть, у нас происходит, да, и вот, а посмотрите на эту практику, а вот давайте вот именно вы туда обратитесь, а вот давайте я вас сама соединю, это вот замечательные люди. Вот у меня был проект сейчас на защите в Нальчике, на Росмолодежи, девушки девичья молодежная команда играет в футбол. Я говорю, вы знаете, а у нас в Забайкальском крае есть Зеленый Еж, тоже молодые девушки играют в футбол. Давайте я вас соединю, вот у меня прям есть их контакт, это же так замечательно. Плюс в Челябинской области уполномоченный по правам ребенка, да, Евгения Майорова, я знаю, что тоже ходит в команду женщин-футболистов, вот играет в футбол, и я говорю, вы хотите, я вас с Челябинской областью соединю. Поэтому, пожалуйста, очень важно, чтобы мы о ваших проектах говорили. А чтобы мы о ваших проектах говорили, да вы кидайте нам ссылки. Мы есть в социальных сетях на самом деле. К нам можно и в Zoom, прошу прощения, и в Instagram, и в Директ написать, и ВКонтакте, или в Фейсбуке. Как для вас удобно. Делитесь, не стесняйтесь, напишите: Жанна Александровна, посмотрите, какой у нас замечательный проект. Мы ищем партнеров, например, ну не знаю, вы хотите поехать в Севастополь, да пожалуйста, вот сейчас мы как раз в понедельник будем об этом говорить, о патриотических проектах, да, а у нас Севастополь является столицей патриотизма, да, то есть поэтому, пожалуйста, мы готовы вас соединить с Севастополем, и вы можете подавать свои проекты, объединиться нам, все эти усилия, мы можем проработать эти проекты совместно, я вот этот мостик могу вам сделать, поэтому, пожалуйста,
Пожалуйста, не стесняйтесь, будьте очень инициативными. Кому интересен Севастополь, напишите нам, пожалуйста, сейчас в чате. И спасибо большое, передаю слово Ольге. Да, коллеги, я хочу напомнить о том, что у нас сегодня в 2 часа будет такая небольшая, очень скоростная, я бы сказала, ярмарка проектов, питчинг проектов. У нас записалось 4 проекта в области культуры, молодежи, общественных инициатив. Если еще, я думаю, что мы 5-й еще можем взять один проект, но только хорошо структурирован, и нужно будет созвониться с нашим администратором, можем номер сейчас указать наших контактов, да, и я думаю, что нам буквально час-полтора после обеда с 2 часов хватит для того, чтобы наши эксперты вы презентовали, а мы и уважаемые эксперты дали оценку. Самое главное, наладили вот эти партнерские связи, которые, я считаю, что у Жанны талант именно к тому, чтобы соединять мосты, соединять людей, организации и так далее. И мы благодарим уважаемых экспертов. Встретимся после обеда, и запись будет размещена в YouTube-канале на нашем портале. В Инстаграме сейчас идет стрим. Вопросы, может быть, мы все-таки зададим, у участников будут какие-то вопросы? Нет вопросов. Я думаю, что после обеда мы точно сможем задать вопрос. Спасибо большое за участие. Будем продолжать наш марафон. Осталось совсем немного. Благодарим, успехов, берегите себя. До встречи после обеда. До свидания. Всего доброго. Не прощаемся. Всего доброго. Не прощаемся.